В эфире итоговая программа. Расскажем о главных событиях за сегодня. В студии Василий Радченко и коротко о том, что обсудим в ближайшие полчаса. Итоги конкурса по определению концессионера на строительство моста через Лену подвели в Якутии. Кто реализует проект? Новые школы, детские сады и ремонт учебных заведений. Программа «Единая субсидия» до 2022 года поможет сотням учреждений на Дальнем Востоке. Православные якутяне готовятся к проведению крещенских купаний. Сколько людей планируют принять Иордании в этом году? Январь – время подведения итогов, в том числе и отрицательных. Наши ленские корреспонденты подготовили обзор самых громких преступлений района. Проблема с бездомными животными. Остров Стала в Алдане. Денег на их содержание в этом году планируют отправить даже меньше, чем в прошлом. На что прокормить братьев наших меньших? Блогер из Якутска получил серебряную кнопку YouTube-канала. Проект «Охота и рыбалка», собравший порядка 110 тысяч подписчиков, получил награду от самого хостинга и пожелание дойти до золотого статуса. Проект строительства моста через Лену в Якутии реализует консорциум ВИС и Ростеха. Итоги конкурса на определение частного концессионера по проектированию, строительству и эксплуатации объекта подвели сегодня. Как подчеркнул вице-премьер Якутии Кирилл Бычков, цитата, «данная частная концессионная инициатива хорошо проработана как с экономической стороны, так и с технической. На сегодняшний день это единственное серьезное предложение инвестора, обеспеченное всеми необходимыми ресурсами». Он также отметил, что мост через Лену уже на этапе строительства будет иметь для Якутии значительный эффект. Это создание новых рабочих мест, рост поступлений в бюджет, социальное и экономическое развитие прилегающих территорий. Напомню, что ввод моста в эксплуатацию предполагается в 2025 году. В рамках программы «Единая субсидия» в регионах Дальнего Востока к 2022 году будет построено 26 школ и 13 детских садов. Еще 143 учебных учреждения будет отремонтировано. В прошлом году в рамках программы завершены 139 мероприятий, в том числе построены 4 школы в Якутске и в Сахалинской области, а также 1 детский сад в Амурской области. Кроме того, в рамках программы обновляется оборудование для техникумов и колледжей. Для 58 среднеспециальных учебных заведений по всему Дальнему Востоку уже приобрели новые аппараты, материалы и тренажеры, которые соответствуют международным стандартам WorldSkills. Сумма выплат при рождении первенца составит 501 937 рублей. Министр труда и социального развития региона Елена Волкова отметила, что с 2018 года выплачиваются ежемесячные пособия за первенца, размер которого составляет сейчас 17 660 рублей. А с 1 января 2020 года изменится порядок его назначения, то есть критерии нуждаемости. Если в прошлом году критерий для таких семей составлял 1,5 прожиточных минимума, то с начала 2020 года этот критерий нуждаемости повышается, и он составит двукратную величину прожиточного минимума. Также продлены сроки предоставления выплаты. Ранее выплачивалось до 1,5 лет, а сейчас до 3 лет. В 203-м микрорайоне Якутска открыли новый детский сад «Звездочка». В торжественном мероприятии принял участие и глава региона Эсан Николаев. Сад рассчитан на 240 дошкольников. Также в учреждении функционируют группы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Подробности в сюжете с Аргаланой Федоровой. Перед маленькими жителями столицы распахнул свои двери новый социальный объект. В садике будут работать 12 групп, начиная с раннего дошкольного возраста. Из них 5 групп для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них создали особые условия – от пандусов до игрушек. Есть кабинеты для занятий адаптивной физкультурой. За здоровьем детей готовы следить логопеды и дефектологи. Мы приглашаем родителей вместе с ребенком и там проводим первичное обследование и консультирование. Мы практически никому не отказываем. Мы всех детей стараемся брать, даже самых сложных. Для малышей, которые по состоянию здоровья не могут посещать садик, заработает лекотека, куда дети смогут ходить в сопровождении родителей или тьютера. Садик оснащен всем необходимым оборудованием. Работает компьютерный класс, где ребята могут заниматься информатикой, робототехникой. Установлена специальная программа для работы с детьми, у которых особые образовательные потребности. Особые потребности у сына Люции Андреевой. Люция с нетерпением ждет момента, когда ребенок начнет развиваться в доступной среде. Мальчик будет ходить в группу кратковременного пребывания. Наш сын Арсен с диагнозом синдром
синдром Дауна. Нам очень повезло, что мы попали в муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад номер 1 «Звездочка». И мы очень надеемся, что опыт детского сада номер 1 возьмут и в других учреждениях, детских учреждениях, и что детские инклюзивные группы у нас будут расти. Объект площадью более 2000 квадратных метров возвели в рамках инвестпрограммы республики на 2019 год. Помог формат государственно-частного партнерства. В новый садик дети пойдут с 1 сентября. Вдвойне приятно, что это совпало с посланием нашего президента Владимира Владимировича Путина, в котором были озвучены беспрецедентные меры поддержки для семей с детьми. Ну и в том числе была поставлена задача, в том числе перед регионами, ускорить строительство и ввод детских садов, в том числе с ясельными группами. И считайте, что Республика Саха-Якутия уже начала выполнение практическое послания Владимира Владимировича Путина. В прошлом году по всей республике ввели 23 детских сада. При поддержке федерального бюджета планируют строить дошкольные учреждения еще быстрыми темпами. И к 2024 году полностью решить проблему нехватки мест в детских садах. Саргалана Федорова, Семен Семенов, Якутск. А в Нерюнгридском медицинском колледже прошел публичный доклад об обеспечении качественной подготовкой специалистов. По мнению выступающих, они должны не только обладать нужными знаниями, но и быть конкурентоспособными на рынке труда. О конференции узнаем в материале Александры Цыбиковой. Презентационный доклад включил в себя общие сведения о педагогическом составе, об аспирантуре и об участии в мировых стандартах об Olympics World Skills и не только. Стратегической целью является обеспечение необходимого качества подготовки высококвалифицированных специалистов со средним медицинским образованием по укрупненной группе профессий и специальностей здравоохранения, соответствующей современным требованиям практического здравоохранения и в полном объеме удовлетворяющего потребности личности обучающихся и всех заинтересованных сторон. Мониторинг показателей закрепляемости выпускников НМК в лечебно-профилактических учреждениях за последние 3 года показывает тенденцию к повышению данного показателя. Работодатели отмечают высокий уровень подготовки выпускников. И моя дочь тоже тут учится. И вы знаете, не вот, как обычно, приходит домой и что-то там гадкое такое говорят. Вот ни разу, никогда, ни единого слова она не сказала плохо. Ни плохо, ни о каком преподавателе, да, ни о том, что они там на практике что-то. Вот, не знаю, или мне повезло с ребенком, или ей повезло с колледжем и с руководителем. Также были озвучены задачи, поставленные на этот год. Это разработка и внедрение новых образовательных программ, технологий и форм организации образовательного процесса, расширение и развитие материально-технической базы колледжа в соответствии с требованиями ФСГО, СПО и международных стандартов World Skills Russia. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нерюнгри. 2 школам Мирнинского района будут присвоены имена героев Советского Союза. Сегодня в Мирном стартовала 14-я районная спартакиада до призывной молодежи. В этом году соревнования посвятили 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, году памяти и славы в Российской Федерации и году патриотизма в Якутии. На протяжении 2 дней 17 команд будут соревноваться в 7 дисциплинах. Это строевой смотр, общая армейская физическая подготовка, разборка и сборка автомата Калашникова, стрельба, бег, военизированные эстафеты и плавание. По итогам смотра конкурса 2 лучшим школам района будут присвоены имена 2 героев Советского Союза – Владимира Колбунова и Виктора Кузьмина. На завтрашний день у нас остается это легкая атлетика, 1000 метров. В составе бежит вся команда. Также военизированная эстафета и плавание. Эстафета 7 по 25 метров. У нас соперники очень сильны. Они инертные, тучные парни. А мы немножко маленькие, но удаленькие. На самом деле честь выступать и участвовать в этом мероприятии. Потому что это мероприятие посвящено 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Победителю достанется имя героя Советского Союза. К другим мероприятиям около 45 мест для купания в проруби будут организованы на территории Якутии в этом году. Православные христиане начнут отмечать Крещение Господне уже завтра. Как проходила подготовка в Якутске, расскажет Сергей Михедов. Специальная дощато-металлическая конструкция, сотрудники МЧС называют ее нежным словом «люлька», опускается в вырезанную во льду Иордань. Именно сюда будут входить люди для того, чтобы по православной традиции по 3 раза перекреститься и окунуться в воду.
Толщина льда составляет 82 сантиметра, глубина воды 4,20 метров. Также устанавливаются пункты обогрева, то есть палатки, и устанавливаются ледовые фигуры. Подготовка городка на Зеленом лугу в столице республики занимает 1 день. И проделать предстоит серьезную работу. В каждой палатке создадут пункты обогрева, ведь вода в Лени всего плюс 4 градуса. Температуру воздуха примерно до плюс 22 градусов предстоит нагреть тепловыми пушками. Также внутри палатки, где горожане пройдут через купель, разместят небольшую часовню. Будет на территории отдельная кухня, а также всех желающих обеспечат горячим чаем. На излюбленном якутянами месте для крещенских купаний в этом году поставили 7 палаток. Сотрудники МЧС, ГИМС, службы спасения, якутского казачества и полиции в круглосуточном режиме будут обеспечивать безопасность. Здесь созданы все условия для того, чтобы купания прошли комфортно и без происшествий. С нашей стороны, со службы спасения задействовано 16 человек, 16 спасателей. Без происшествий проходит. Все хорошо. Желающих окунуться в ледяную воду на крещение из года в год становится все больше. По всей республике планируют 44 места для проведения обряда. К тому же в этом году в столице это будет юбилейное 15-е мероприятие. Для примера, в 2019-м здесь приняли крещение примерно 12 тысяч человек, а по всей Якутии более 35 тысяч. Первый год, я помню, пришло 3000 всего населения, искупалось, с Бестяха приезжали люди и так далее. Так. И с каждым годом нарастало. Где-то лет 5 назад, я сейчас точно могу ошибиться, искупалось 60 тысяч вообще по республике. Для удобства горожан в крещенские дни будет организован трансфер общественным транспортом. На протяжении 3 дней до купели можно будет добраться на автобусе от площади павших бойцов с Вечного огня по цене стандартного проезда в Якутске – 28 рублей. И только за наличный расчет. 18 января с 3 до 10, 19 января с 8 до 10, а 20 января с утра до 3 часов. Осветит Иордань владыка якутский Иленский Роман в субботу до обеда. После ритуала освящения купели откроются по всей республике. И главный сюрприз преподнесла погода. В этом году традиционных крещенских морозов за минус 50 в столице Якутии не будет. Благоприятная погода и выходные – веский повод ожидать рекордного количества желающих смыть грехи и запастись крепким здоровьем на год вперед. Сергей Михедов, Георгий Григорьев, Якутск. Сейчас небольшая реклама, после чего вернемся к обсуждению главных событий за сегодня. Смотрите далее. Январь – время подведения итогов, в том числе и отрицательных. Наши ленские корреспонденты подготовили обзор самых громких преступлений района. Проблема с бездомными животными остро встала в Алдане. Денег на их содержание в этом году планируют направить даже меньше, чем в прошлом. Блогер из Якутска получил серебряную кнопку YouTube-канала. Проект «Охота и рыбалка» собрал порядка 110 тысяч подписчиков. Это программа «Итоги дня» на Якутия-24, и мы продолжаем. Столичная школа номер 1 в эти дни готовится к набору в первые классы. Школа находится в самом центре Якутска, на проспекте Ленина. К ней прикреплены 35 близлежащих домов, а это значит, что в одну из лучших школ столицы захотят попасть многие родители с детьми. По словам директора школы, а именно Таисии Гороховой, единственный выход из ситуации – это отказывать многим по причине элементарного отсутствия мест. Кроме того, школа находится сейчас в аварийном состоянии, хотя по документам таковой не является. Почему до сих пор не предприняли никаких мер по этому поводу? Разбиралась наш корреспондент Ульяна Шагина. Это второй визит нашей съемочной бригады в эту школу. С тех пор ничего не изменилось. Директор школы каждый день оббивает пороги различных инстанций, чтобы обратить внимание властей на все существующие проблемы. Самое-то главное – это все-таки проведение, нахождение финансовых средств и проведение укрепработ. Потому что весной, когда пойдет оттайка, это здание, так как это первый каменный объект в нашем городе Якутске, понятное дело, здание находится в низине. Вот. Специалисты об этом постоянно говорят на всех уровнях заседаний.
И поэтому каждый год и весной мы, конечно, переживаем по поводу того, где, в каком месте будут происходить трещины. В мае прошлого года окружная администрация столицы все-таки решила включить школу в региональную госпрограмму для проведения укрепительных работ. Но по непонятным причинам им снова пришел отказ. Почему-то отфутболивают нас от одних к другим. Почему родители должны с этим разбираться, непонятно также. Вот. Нами были получены различные ответы, но в итоге получается, что пока на данный момент ничего не изменилось. 2 года назад в этой школе прошел хоть какой-то капитальный ремонт, и тогда специалисты установили на окнах вот такие вот деревянные балки, которые помогают этому зданию избежать хоть каких-то новых очевидных трещин. Изнутри здания от обрушения придерживают металлические балки. Они тянутся по всей школе. Установили их в далеком 1941 году, то есть в том же году, когда было построено здание. Зданию на сегодняшний момент 78 лет. Укрепработы не проведены. И, конечно же, здание, оно имеет срок годности. И необходимость просто, я считаю, что это требует просто небезопасного размещения людей в этом здании. Сегодня в школе, рассчитанной на 200 человек, учатся в 3 раза больше учеников. Обучение проходит практически в 3 смены. Из-за нехватки мест школьники сами придумывают в классах уголки для занятий. Мы сделали зону отдыха, в которой мы можем поиграть в шахматы и в шашки на переменах. Дискомфорт испытывают и учителя, которые из-за отсутствия мест проводят консультации прямо в коридоре. Кабинетов нет, чтобы проводить консультации, внеклассные мероприятия, допустим, да. И даже вот если мы хотим провести праздники, мы ждем спортзал, когда освободится, да. У нас бывают очень грандиозные такие большие праздники. Руководство школы сегодня планирует выкупить соседнее здание, чтобы расширить территорию школы для строительства пристроя. Этот вопрос также пока находится в подвешенном состоянии. Полный пакет документов готов. В принципе, управление образования в этой части отработало. Сейчас работа проводится именно с Министерством образования Республики Саха-Якутия. Вот, и на каком уровне, на каком этапе этот вопрос, я не в курсе. Проблема становится актуальнее в свете послания президента страны Владимира Путина, который отметил, что в национальный проект образования в каждом регионе должны быть внесены изменения для поиска гибких решений не только по строительству новых школ, но и для использования всей образовательной инфраструктуры. Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Якутск. Продолжаем тему чрезвычайных происшествий. В Якутске произошел пожар на мусорном полигоне, расположенном на Вилюйском тракте. По словам работников свалки, возгорание началось еще днем, и они пытались потушить его собственными силами, но не смогли. К вечеру пожар распространился на большую площадь, и работники свалки уже были вынуждены обратиться за помощью к пожарным. В Главное управление МЧС России по Республике Саха-Якутия поступила информация о возгорании мусора на 9-м километре Вилюйского тракта. На месте происшествия работают подразделения Якутского пожарно-спасательного гарнизона в составе 1 единицы техники и 4 человек личного состава. Угрозы населенному пункту нет. Между тем, проблема с бездомными животными остро стоит в Алдане. В этом году финансирование на их содержание по сравнению с 2019 годом уменьшилось. Получится ли накормить и вылечить четвероногих на имеющиеся средства, узнавала Татьяна Вахнина. Бродячие безнадзорные животные – вопрос завидного постоянства. Четвероногие бродяги на улицах обитали и обитают. Отловленные друзья человека содержатся в надежде. Это единственный пункт передержки для бездомных собак, действующий в Алдане. С кошками ситуация обстоит сложнее. Спасением судеб усатых-полосатых сегодня занимаются только добровольцы. Думаю, что, конечно, это реально. Слава богу, что у нас на сегодняшний день действуют волонтерские отряды, общественность нашего района подключается. И я думаю, вместе, совместными усилиями, вместе с администрацией города, района для бездомных животных все-таки будет найдено помещение. Волонтерам активно помогают неравнодушные алданцы, как взрослые, так и дети. В школах города регулярно проходят благотворительные акции и реализуются различные проекты. На днях в гимназии состоялась пряничная ярмарка. На вырученные деньги для собак и кошек ребята приобрели корм. Угощение они передали в пункт передержки и волонтерам.
да, здесь, конечно, этот вопрос, который должны решить взрослые. Это вопрос такой в законодательной плоскости. Это власти должны подключиться к решению этого вопроса. Наверное, то, что инициатива такая общественников есть, и то, что она поддерживается детьми, педагогами, и просто неравнодушными алданцами, это очень хорошо. В настоящее время в администрации города рассматривается вопрос о преобразовании пункта передержки для собак в приют для животных. Специалисты структур проводят соответствующие финансовые расчеты, в которые будут включены отлов, содержание, лечение, стерилизация и чипирование. Пункт временного содержания животных перевести по рельсам в приют, да? Что такое чипирование, что такое на сегодняшний день называется кастрирование, да, провести, что это выйдет, в общем, посмотреть, куда деть кошек, потому что никаких финансирований на отдельные приюты никто не предусмотрит. Лохматых бродяг меньше не становится, а вот финансирование по сравнению с прошлым годом серьезно уменьшилось. В 2019-м на решение вопроса по борьбе с бездомными животными из бюджета было выделено почти 3 миллиона. В этом году неполные 2. Если брать даже затратную часть содержания животных по беднадзорности, да, 2019 год 2 миллиона 800, нам дают 1 932 тысячи. Но будем работать со всеми структурами. На мучение и голод братьев меньших обрекают равнодушие и жестокость человеческие. Сегодня проблема, приобретшая поистине глобальный характер, может решиться только совместными усилиями власти, предпринимателей и граждан. Татьяна Вахнина, Александр Лукин, Алдан. Блогер из Якутска получил серебряную кнопку YouTube. Канал «Охота и рыбалка» насчитывает уже порядка 110 тысяч подписчиков. Канал был зарегистрирован в 2014 году, но активно развиваться начал около 2 лет назад. Весной прошлого года автора канала Александра Борисова не стало. С тех пор его дело продолжает его сын Илья Борисов. Говорит, что не отходит от заданного отцом пути, но и свое видение старается воплотить в жизнь. К хейтерам блогер относится спокойно, куда без них. А вот к дельным советам в комментариях прислушивается и без внимания старается не оставлять. Сейчас самое большое количество просмотров набрали видео про охоту на волка и медведя. Такое зритель, как правило, не оставляет без внимания. Ее высылают с Америки, со Штатов, по нашему запросу. То есть, как только мы перешли этот этап, мы запросили ее, и вот, наконец-то она у нас. Конечно, нужно ставить себе планы амбициозные, и золотая кнопка – это, конечно, очень такие амбициозные планы. Но если не ориентироваться, как бы, есть поговорка «плох тот солдат, который не хочет стать генералом». Думаю, что и у нас то же самое. Мы стремимся дальше, выше, больше и быть лучше. На этом программа подошла к концу. Далее эфир нашего телеканала продолжит репортаж о проекте «Покорители холода». Что нового у исследователей, как проходят замеры и какие температуры уже удалось зафиксировать. Все это и не только узнаете буквально через несколько секунд. Я же пока прощаюсь с вами. Спасибо за внимание и до свидания.